Каждый год в эти дни идет дождь. Мелкий, еле заметный, он помогает скрывать слезы на глазах тех, кто выжил в мартовском наступлении и победил. Говорить о событиях марта 93-го ветераны не любят. Слишком живы для них воспоминания о тех страшных событиях, будто и не было этих 24 лет. Нана на копии едва сдерживает слезы, рассказывая о своих боевых друзьях. Помнит все до мелочи. Лица ребят до сих пор перед ее глазами и иногда не дают спокойно спать. Воспоминания высекают из глаз женщины-воина скупые слезы, которые она очень старается скрыть. Я со своим батальоном, естественно, после освобождения Гагры вообще с Гудаутского штаба нас, меня и Лялю Паразю, направили к Ибрагиму Иганову в кабардинскую группу, которая базировалась в Пицундах, в Доме творчества. А мартовское наступление мы, Пицунский батальон Нукзара Далбай и Ибрагимовская группа слитно мы поднялись. Внизу была наша одна рота, имитация, когда 14 на 15 прорыв делали, а мы как бы сверху мы шли. Но случилось то, что случилось. Мы вниз, меня с Лялькой Паразия вниз, вот эти высотки понумерованные, как-то я уже не помню, там с Вышерах, где чуть выше ГАИ, а Сосновая аллея вниз мы спускались к реке, мы отправляли убитых ребят на 66-м. Мы шли с надеждой большой, что мы уже к утру будем в Сухуми. Так думалось, так хотелось, но не все так получилось, как мы хотели, конечно, но всего того ужаса, что нас ждало уже с 18 на 19, когда уже нас всех отвели, и то, что сколько ребят не вернулось, всего этого ужаса нас ждало уже впереди. В нашем батальоне потерь не было, мы внизу. Были у нас раненые тяжело, 4 человека, наверху было 8 человек ранено, ребята, ну, слава богу, да, нас за рекой нам не дали перейти, может быть, и худшее было. В 5-м Пицунском батальоне было много санинструкторов, все девушки. Им пришлось пережить многое, увидеть самое страшное – смерть. Опускать руки, падать духом было нельзя, ведь перед глазами сотни героических примеров, тысячи мужественных поступков, которые в общем и принесли Абхазии свободу. Я хочу сказать не о том, мы смогли, не смогли. Я хочу сказать о тех ребятах, которые попали в плен. Я, если всех поголовно не знаю, но большинство я их знаю, они физически, может быть, да, сломали их, но духовно нет. Они пели песни, армяне рассказывали, они пели песни «Ахура шархонха». У меня в голове не укладывается ту боль физическую, которую они переносили и пели песни, и какие они духовно были выше тех иродов, которые их мучили. Это великомученики, я их так считаю. Они все герои. Такое вытерпеть, вот когда их выкапывали этими проволоками колючими, обмотанные, вообще это невозможно. Я мечтала о том, что мои дети не увидят, а теперь я мечтаю о том, что у меня 5 внуков, я хочу, чтобы у них было счастливое небо, чтобы весь народ жил сплоченно и красиво. Мы же за это они погибли. Слова скорби и вечной памяти сегодня произносят все. Особенно ценны они из уст ветеранов. Нужно сделать все, чтобы высокая цена, которую заплатили наши ребята, была не напрасна, призывают они. Свобода и будущее Родины теперь дело наших рук. И важно не опорочить память о тех, кто шел на смерть для того, чтобы мы жили. В те весенние дни мы потеряли лучших,
поскольку это были те ребята, которые готовы были стать первыми, потянув за собой в атаку все подразделение. Новейшая история Абхазии – эта дата уже останется на все времена. Если говорить о нас, о оставшихся живых, то мы должны быть достойны памяти ребят, которых потеряли, поскольку, называя вещи своими именами, превратились в общество потребителей, не способных на себя взглянуть критически со стороны. Пассивное ожидание все более активных фаз обострения, чередующих с меньшим интервалом, способно привести к самому негативному сценарию, где мы дошли до того, что нам не нужен внешний враг, где мы способны подвести нашу государственность по разменную монету. А пока помянем тем, кто были с нами, кого судьба не сберегла. Константин Пили о мартовском наступлении рассказывает впервые. Вспоминает каждый день, но мало когда обсуждают эту тему вслух. Слишком больно за друзей, которых отняла война. Точно помнит, страха не было. У него, сухумца, было лишь одно непреодолимое желание – освободить Сухум и изгнать из него всю нечисть. Что могу вспомнить? Ночь могу вспомнить. По 3 часа утра. Вода, которую мы не помним температуры совершенно. Перешли. Потом, правда, начался хаос. Кого-то туда, кто-то кричит, кто-то раненый, кого-то сюда. Потемки, стрельба. Страха как такового не было. Наверное, был шок, были шокированы. Но страха совершенно никто не испытывал. Перешли, и уже стало светать. Провалилось наступление, и уже думали, как выбираться практически. Понесли ребят, кто был еще живой. Мертвых мы сразу не стали брать, только там через сутки, через двое. Боджгва Леонид, он командир взвода был, его сильно ранило. Он еле-еле выжил, но он спортсменом был, крепкое сердце, и он практически вытянул. А так мы думали, что его тоже больше не встретим живым. Мой друг Бесик Тарба Мерку, мы вместе все время. Он уже был немножко поопытнее, он попадал в плен, после плена, так с Ачимчира прилетел. Он поопытнее меня, держал меня за шкирку, как говорится. Так пацанами, так все оно и было. Рвались. Я даже за несколько дней там выше над Гумесинским мостом, Заба или, я не помню, район, по-моему, Заба, мы там на деревьях писали, там, ножом вычеркивали Сухум, мы скоро будем. Это не забывается, сейчас из года в год, как будто бы это было вчера, это не уходит. Да, немножко сердца черствеют у нас, боль проходит, но мы это в голове, будем с этим жить, это нормально, так и должно быть. Главное, наверное, не мы, главное, чтобы будущее поколение знали и помнили эти имена, это важнее. О том, что наступление на Сухум может стать неудачным, никто из бойцов тогда не думал. На зловещую тишину никто не обратил внимания. Олег Рагимов ее запомнил. Она была гнетущей, какой-то пустой. У ветерана было множество тяжелейших ранений. Его тело больше напоминало решето. И тогда врачи не давали шансам на выживание. Форсировали реку по всему масштабу фронтовому. Собрались наступлением. Форсировали, тихо было, спокойно было. Запустили нас почти в Учхоз, туда в новый район, к новому району. Там открыли они шквальный огонь, где работали снайпера. Мы даже не видели грузинов. Наша группа именно попала в засаду. Снайпера работали с этажных домов. Вся группа там полегла. Много погибли ребят, много без вести пропало. Очень тяжелый был день. По сегодняшний день скорбят, много без вести есть. Прошло 24 года с мартовского наступления. Многие именуют его провальным. А ветераны войны говорят, март был попыткой осуществить задуманное, чтобы Сухум, а затем и всю Абхазию освободить от врага. Именно за этим и шли на смерть, ради этого и совершались подвиги. Нис Фаршба, Беслан Джинджоля, Беслан Шхинджерия, Астамур Гошпа. Абхазское телевидение.